На самом деле, я думаю, что все крымские татары понимали, не только меньшинство, вообще народ в массе своей, понимал, что он имеет дело с шулерами, которые просто сегодня готовы пообещать много чего, даже что угодно, с тем, чтобы крымские татары не... с тем, чтобы они активно сотрудничали, с тем, чтобы они пришли на референдум, с тем, чтобы они поддержали, чтобы они вышли с триколорами и так далее. Мы понимали, что мы имеем дело с шулерами, то есть с людьми, которые не держат своего слова. И, в принципе, это подтвердилось очень быстро. 11 марта, то есть еще до так называемого референдума, Верховный Совет АРК, тогда еще, как они правильно назывались, принимают решение, где они говорят о том, что крымские татары должны будут получить, например, 20% квоту в Верховном Совете АРК, да, с тем, что крымский татарский язык должен быть государственный язык. И так далее, и так далее. То есть там есть ряд тех норм и позиций, которые действительно крымских татар, казалось бы, должны были устроить. Но уже 11 апреля они принимают так называемую Конституцию Республики Крым, где все эти вещи просто исчезают. У крымского татарского языка действительно появляется формально статус государственного. Почему формального? Потому что он не наполнен никаким смыслом. И даже Ремзи Ильясов, который активно коллаборировал с оккупантами, хотел, наверное, сделать хоть что-то более-менее полезное для народа на фоне молчания по поводу всех заключенных, по поводу пропавших без вести, по поводу убитых. Он хотел наполнить это смыслом, хотел провести, как они называют, закон в Верховном Совете Республики Крым по поводу того, что давайте все-таки хоть как-то наполним смыслом этот статус государственного, с тем, чтобы его все изучали, чтобы он широко преподавался. Это не поддержали. Так вот, мы понимали, что мы имеем дело с шулерами, это раз. Два, мы понимали то, что Российская Федерация, путь ее развития, он на самом деле тупиковый. Да? Это государство, которое идет по пути закрытого общества, построения авторитарной модели власти, то есть все то, где твое мнение, как небольшого народа на периферии, никому не интересно. И мы говорим об Украине, как о государстве, которое все-таки раз за разом подтверждает свой выбор в пользу построения открытого общества, в пользу построения такого государства, где на самом деле люди имеют значение, где на самом деле работают инструменты обратной связи между властью с одной стороны и народом с другой стороны. И мы понимаем, что наш, скажем так, цивилизационный выбор, он, конечно же, с Украиной, а не с Россией.